Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, в эфире передача «Спортивный клуб». Меня зовут Бекхам Магомадов. Последняя неделя выдалась просто обильной на результаты именно для дзюдоистов из Чеченской Республики. 2 больших старта, и на этих стартах просто феноменальные результаты. Об этом, собственно, наш сегодняшний выпуск и будет. Поговорим мы про Центр олимпийской подготовки по дзюдо, ну и, собственно, подведем итоги начала, так сказать, декабря и, собственно, данных стартов. Приятного просмотра. «Дзюдо больше, чем спорт», гласит надпись на стене, как только ты вступаешь на территорию Центра олимпийской подготовки по дзюдо. И действительно, это целая философия жизни, направленная на то, чтобы сделать человека сильным не только физически, но и духовно. Строительство специализированного центра напрашивалось давно. Результаты дзюдоистов из Чеченской Республики и большой интерес к данному виду спорта сподвигло руководство республики на такой шаг. И вот результаты не заставили себя ждать. В самом холле нас встречает Аслан Шахгириев. Итак, уважаемые телезрители, ровно год назад мы с Асланом Шахгириевым, главным тренером Чеченской Республики по дзюдо, проходились по данной территории, но, конечно же, всей этой красоты, Аслан, не было тогда. Все было в ремонтах, голые стены, и вот сейчас мы наблюдаем ту картину, которую мы хотели видеть. Аслан, вот что изменилось и для новых посетителей, что ждет в Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина? У нас появились уникальные возможности для развития популяризации дзюдо в Чеченской Республике, не только в Чеченской Республике, даже и по СКФО. У нас буквально сегодня закончился сборной юношеской сборной России национальной команды. И это тоже большой плюс для нашей республики. Сама сборная России приезжает сюда, все остались довольны, и все внимание российского дзюдо направлено на Чеченскую Республику. И кто сюда не приезжает, все в восторге от наших условий и возможностей нашей республики. Про спортивные составляющие, про дзюдо мы поговорим позже. А хотелось бы, Аслан, от тебя услышать следующее. Вот простые жители республики, которые хотят провести просто время, либо в фитнес-зале позаниматься. Вот есть ли для них условия? Да, то же самое. Я повторюсь, у нас есть уникальная возможность для родителей, не то что для отцов, для матерей, для сестер, для братьев. Мы наблюдали такой момент, то, что вот зимой бывали такие моменты, когда родители приходят в зал, детей отдают, и 2 часа они где-то на улице, где-то по улицам шатаются. А сейчас в данный момент у нас здесь есть возможность. Родители приходят в спорткомплекс, отдают своих детей на тренировку, сами могут посетить фитнес, и как мужской, так и женский отдельно фитнес. Есть у нас бассейн, есть у нас очень хорошая кухня, могут вместе с семьей прийти, покушать, пообедать, поужинать и вместе со своими детьми заниматься. Полезно и приятно, все у нас здесь совмещено. Аслан, когда данный комплекс он строился, мы с тобой такую экскурсию ты мне провел, и хочется после уже итогов, чтобы тоже чуть-чуть показал, что изменилось, и экскурсию провел. В принципе, как таково, какие у нас были прогнозы, также осталось, но намного интереснее, и что очень приятно, что вначале какие-то и сомнения были, что будет народ ходить, нет, но на самом деле, алхамдулилlah, у нас и родители, все родители довольны, как мы планировали, люди посещают, есть и можем пойти посмотреть все наши возможности, все, что мы осуществили. Друзья, мы сейчас стоим в холле, и как только вы заходите сюда, в данное помещение, сразу же зал, так сказать, стенд славы. Давай, Аслан, перейдем к нему. Хорошо. Аслан, звезды дзюдо Чеченской Республики. Здесь целый такой стенд, очень интересные имена. Для меня, спортсмены, я их знаю, которые выступают сейчас, но наших прославленных, так сказать, ветеранов
Я с ними не очень знаком. Скажи, кто был самый техничный и самый такой яркий дзюдоист? Ну, начнем с тренеров. Основатель дзюдо в Чеченской Республике в советские годы это был Куцель Феликс Петрович. Потом идет Аюбов Ибрагим, Чапаев Вахов, они Айнуди Исаков. Они были первопроходцами, первопроходцы, да? И да, они на самом деле очень много, мы сами помним военные годы. Конечно. В то время они тоже трудились, на самом деле поддержали дзюдо. Если бы не они, то у нас был бы большой обрыв. Но тем не менее, в эти тяжелые времена они работали. Они как тренеры были, или Да. ты видел выступления их? Нет, они были тренерами. Вот первый верхний стенд, это все тренера. Вот Аюбов, Чапаев, Айнуди Исаку, они те, которые вот, были помощниками вот, после Феликса Петровича, то, что дзюдо. Вот они на самом деле вложили большую свою лепту в наше дзюдо чеченское. Вот самый основной из всех этих дзюдоистов, я считаю, не то, что это Башир Вараев. Башир являлся самым, можно сказать, техничным, самым прославленным дзюдоистом Советского Союза. Его знали не то, что Советский Союз. Он был, вот, я в то время был в молодежке, он был взрослой команде сборной Союза. И вот за счет него, даже для нас, это был как бы авторитет, и за счет его авторитета с нами тоже считались уважительно относились, даже главные тренера. Башир подряд 4 раза Европу вывел по взрослым. Это, чтобы на одном уровне показывать такой результат, это как бы не каждый может. Да. Это был на самом деле выдающийся спортсмен. Его не то, что даже в Советском Союзе, даже в Японии знает. Я как-то, когда был в Японии, подходили старые дзюдоисты, когда узнали, что я с Чечни, вот сразу сказали Башир Вараева. Так что его не то, что... Помнят имя, да? Даже помнят. Это сколько лет прошло, минимум 30 лет прошло, но тем не менее помнят Башира Вараева. Был выдающийся. И вот есть Бисултанов у нас, олимпийский чемпион. Башир был призером, двукратным призером мира и призером Олимпийских игр. Вот у нас Бисултанов, Хасан Бисултанов, он был олимпийским чемпионом, призером мира. Хасан Бисултанов, там также идет Зелим Магомадов, выдающиеся спортсмены, которые... Вот вторая строчка, это все наши дзюдоисты, которые участвовали на Олимпийских играх. Это все участники. Некоторые заняли места, в основном Башир, к сожалению, к сожалению, я видел выступление только Тамерлана Мшаева. Да, но Тамерлан, он это как бы последний, вот в данный момент современная звезда. Тамерлан, на самом деле, это тоже можно сразу с Башира переключиться на Тамерлана. Тамерлан это очень уникальный, как спортсмен, так и человек, общительный, грамотный. Это, как бы сказать, номер 1 сборной России. К сожалению, не так часто в нашей республике Тамерлана мы видим. Он, скорее всего, в Москве занимается, он, да, и Москве живет там. Живет, учится в Москве. В 2014-2015 году мы его заметили в юношеской команде и включили наш клуб. И как бы после 2015 года мы его на всех сборах везде ведем. Как бы он в нашей команде с 2015 года. Он был в 17 лет, был такой, на вид такой, знаешь, такой простой, маленький, пухлый спортсмен. Но когда он выходил, боролся, он показывал, тогда были такие огромные соперники с ним, такие грозные. Напомню нашим телезрителям, что Тамерлан Башаев выступает в тяжелом весе. В тяжелом, да. Со своим ростом 175 он борется со спортсменами выше 2 метра. И, короче, как у него это получается, это надо у него самого спросить. Нужно провести такой хороший анализ, я думаю. Ну и вот на нижней у нас, получается, строчки спортсмены, которые на сегодняшний день выступают и показывают очень хорошие результаты. Да, у нас много спортсменов, которые можно, вот этой стены не хватит, которые в сборной команде, с хорошими результатами. А в нижней строчке это те спортсмены, которые взрослые, и все они чемпионы России. Это минимальный результат, это чемпионы России. А так есть чемпионы Европы, призеры мира.
практически почти, можно сказать, все. Это все чемпионы России. А так сборников, если сборников, просто на стены не хватит. Не хватит. Аслан, давай с тобой дальше посмотрим, что у нас дальше по экскурсии. Аслан, вот в принципе то место, о котором ты говорил, где родители могут спокойно покушать, пока их дети тренируются. Расскажи про вот это вот место. Очень уютно все выглядит. Самое главное, здесь у нас доступная цена, качество, все, в принципе, на самом деле на высшем уровне. И многие родители, которые приходят, многие дети после школы не успевают дома покушать, они вместе приходят кушать. И это когда ты видишь, наблюдаешь, очень приятно, и самому от этого получаешь удовольствие. Давай так, самое коронное блюдо, которое ты советуешь в данной столовой. Я даже не могу подчеркнуть, там, в принципе, все здесь вкусно и самое. Я каждый раз меняю, кушаю и повторяюсь каждый раз. Не могу конкретно сказать, что. Но особенно чепик, шхингал у нас неплохие. Это я люблю. Ну и мы плавно перешли в фитнес-зал. Аслан, какие здесь условия существуют? В фитнесе все необходимые тренажеры есть. И, как я сказать, все, которые хотят по абонементам, родители, все могут здесь покупать себе абонементы, посещать фитнес. Плюс те, которые проживают у нас в гостинице, для них фитнес и бассейн тоже включен. Уже сразу включен? Да, включен, да. Вот это большой плюс для гостиницы, для наших гостей. В этом фитнесе все, что необходимо у нас, и, можно сказать, одни из самых популярных, самых лучших тренажеров марки Matrix. Все есть, все включено. Идем дальше. Это люкс номер. У нас люкс номер 1. Есть еще 2 полулюкса. Вот это как бы для особо важных гостей. Так. И есть стандартные номера. 2 полулюкса, 1 люкс и остальные стандартные номера. Здесь у нас, можно сказать, на 5 звезд. Мы здесь ставим 4 звезды. Ну, все гости, которые приезжают, они говорят, почему вы 5 звезд не ставите. Так что здесь как бы чисто, аккуратно, все гости остаются довольны. Итак, дорогие телезрители, приглашаю вас в номер «Стандарт». Смотрите, здесь у нас вот такая вот комната, 2 кровати, телевизор. Ну и что мне понравилось, Вот так вот атмосферненько, видите. Выход на балкон тоже есть. Есть вот такие вот прекрасные, просто очень красивые дизайнерские шкафчики. В общем, очень удобно, красиво, чисто, аккуратно. Так, данный зал, он для детей, Аслан, это видно сразу, отдельное пространство, отдельное место для детей. Вот сколько тренируются и какие условия для детей здесь? У нас здесь группы, начиная от 4 до 6 лет. Здесь проходят ребята, готовятся, потом они переходят в большой зал, уже уровень повыше. Там уже здесь дети, в основном у нас тренер, у него есть лицензия, он проходил семинары по России, везде. Есть диплом, лицензия, который может заниматься с такими группами детьми. Именно с детьми? Да, с детьми от 4 до 6 лет. Это подготовка детей, маленьких детей к большому спорту. Такого, в принципе, в России тоже очень мало. Да, у нас берут с 5 лет, с 4-6 лет, но это не очень хорошо. Почему? Потому что эти дети, у нас наборы вообще на профессиональном виде спорта от 8 лет, вообще желательно от 8 до 12 лет. И когда мы берем детей с 5 лет, 4 лет, это не очень хорошо. Эти дети начинают уставать, надоедать. И примерно, скажем, 10 лет и 5 лет – это большая разница. Да, и когда эти дети начинают делать те упражнения, которые 10-летние делают, то им уже перестает это нравиться, не получается, и поэтому эти дети уходят со спорта. В дальнейшем из них не получается ни спортсмен и не хотят желания. Чтобы этого не было, мы сделали вот эту группу с 4 до 6 лет. Они потом здесь у них в основном
Игровая форма, скорее всего. Игровая форма, да. Растяжки, прыжки какие-то, конкурсы спортивные, знаешь, вот игровые. Для общего развития, для общего развития. То есть приемы для такие, дзюдо? да, легкие приемы в кимоно, потом вот эти игры. И не то, что для мальчиков. Здесь могут, у нас есть и тренер тоже, можно сказать, профессиональный тренер, дзюдоистка, которая тоже занимается с маленькими девочками. У нас девочки тоже, мы здесь есть набор до 12, до 14 лет. И девушки. И девушки, да, они не выступают на соревнованиях, но для себя можно приходить, заниматься девочкам тоже. Для себя. Итак, дорогие родители, с 4 лет ваш ребенок может заниматься здесь. Так что вы знаете, где находится Центр олимпийской подготовки. С радостью ждем вас. Как мальчики, так и девочки. Так и девочки. Да. Так вот. Главной новостью начала декабря стал триумф команды «Ахмат» на международном турнире среди мужских клубов континентальной лиги дзюдо. Турнир проходил в Москве, во дворце спорта «Лужники». Всего в турнире участвовали 24 команды из России и ближнего зарубежья. Из них в финал вышли 8. Здесь выступали именитые дзюдоисты, призеры всероссийских и международных соревнований. Самое важное, стоит отметить то, что в составе нашей команды выступали только воспитанники клуба «Ахмат». Чемпион континентальной лиги дзюдо 2023 года. Обладатели золотых медалей. Команда «Ахмат». Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик вручает главный трофей континентальной лиги дзюдо 2023 года. Кубок чемпиона. На часах сейчас 17:00, а это значит, пришло время вечерней тренировки. За моей спиной это сборники, друзья, триумфаторы последнего старта. Собственно, мы с ними и поговорим, узнаем, как у них дела, собственно, и узнаем, какие эмоции они испытывают после прошедшего такого великолепного старта. Очень интересно будет. Для тебя, как прошел последний старт континентальной лиги? Для меня лично, я оцениваю на отлично. Я выиграл все свои схватки, все свои 3 встречи я выиграл. И что еще важнее, то, что мы сумели командой выиграть там, стать чемпионами. Первая встреча у нас была чуть-чуть полегче. За выход в финал мы боролись с «Локомотивом», а у них состав очень хороший. У них чемпионы, призеры чемпионатов России, всяких международных турниров. Очень хороший состав был. И в финале, конечно, тоже у них узбеки были, из сборной Узбекистана, которые на гранд-шлемах, на чемпионатах мира везде борются. 2 узбека у них было. Призер чемпионата Европы последнего в плюсах Индовецкий Валерий у них был. И у них, и у других команды хорошие были. Шансы у многих были. Чувствую себя отлично. Мы только приехали и уже готовимся на следующий старт. У нас в Казахстане будут проходить командные соревнования, и мы туда готовимся. Мы уже привыкли, мы уже не раз боремся на таких высоких соревнованиях. Через пару дней только осознается все эмоции, все приходит через пару дней. К данному турниру мы подготовились очень хорошо. Здесь в Грозном провели совместные тренировки, сбор. И были очень хорошо готовы. И по воле Всевышнего у нас получилось там победить. Но я там не боролся, но мои братья там очень хорошо выступили. Как ты оцениваешь, если взять международный уровень, да? Международный уровень, именно нашу команду, как ты оцениваешь? Если составить такой шорт-лист, на какое место ты бы поставил Ахмат прямо в международной лиге?
Если взять чемпионат Европы, допустим, у нас бывает Европейская лига, Суперлига, так называемая. Я думаю, мы на первом месте, можно сказать, потому что мы выигрывали Европу, мы чемпионат Европы клубную выигрывали. Там единственная, самая хорошая команда, такая топовая команда, там сейчас на данный момент это ПСЖ. Я думаю, мы с ними тоже сразились бы в оптимальном составе. Потому что на последней континентальной лиге у нас двое не боролись, Мансур Ларсанов и Тамерлан Башаев. И без них даже у нас получилось выиграть. А на Европе, я думаю, с оптимальным составом мы смогли бы выиграть. Предстоящий старт в Казахстане считается одним из самых таких сильных. Там команды с Японии, с Франции, опять-таки. Да. Там действительно очень сильные команды. Плюс борются олимпийские чемпионы, по крайней мере, говорят об этом. И как ты оцениваешь шансы нашей сборной? У нашей команды цель только золотая медаль. Мы настраиваемся на победу. Мы вместе каждый день тут вместе тренируемся, настраиваемся, готовимся именно к этому турниру сейчас. У нас стопроцентные шансы выиграть. Кто бы там ни был, там, олимпийский чемпион, это дзюдо, тут любой может выиграть. Неважно, Олимпиаду он выиграл или еще что-то. Допустим, наш Тамерлан Башаев на Олимпийских играх 10-кратного чемпиона мира Тедди Рейнера выиграл. Это дзюдо любого выигрывает. На одном уровне спортсмена, очень много спортсменов на одном уровне. Для тебя вот предстоящий год получается, да, 2024. Какие у тебя цели? Сейчас будем бороться в Казахстане на командном, а со следующего года планирую бороться на Гран-при, на Гранд-шлемах и дальше посмотрим. Ну, обычно мы 2 дня тренируемся, 3-й день отдых, так, 2+1. 2 дня тренировок, 1 отдых. В день одна тренировка? Нет, 2 тренировки. Итак, мы наконец-то пришли в зал, и в первую очередь хотелось бы, чтобы ты рассказал про прошедший международный турнир среди клубов, мужских клубов континентальной лиги дзюдо. Что это, Аслан, был за турнир для тех людей, кто не интересуется, наверное, дзюдо? Насколько важно? Этот турнир является одним из основных турниров. Раньше были чемпионаты России клубные. Это показывает уровень не то, что там личного спортсмена, это уровень всей команды. И хочется отметить, что вот в нашей команде, в клубе Ахмат, только наши ребята, воспитанники нашего клуба, наши чеченские ребята. В других клубах, как и в футболе, в хоккее, у них очень много легионеров, они берут с разных стран, с Монголии, с Кореи, с разных стран, с Узбекистана, Таджикистана, с Грузии. У нас только наши ребята. И мы в прошлом году на открытии выиграли чемпионат России. И в этом году очень большое желание было выиграть континентальную лигу. Континентальная лига это проводится первый раз из-за этих международных санкций на Европе. Мы раньше выступали на Европе, выигрывали Россию, потом переходили на Европу. Из-за этих санкций было решение Федерации дзюдо организовать континентальную лигу. Это, можно сказать, это часть Европы и Азии. Континентальная лига проходила в трех этапах. Было всего заявлено 24 команды. После первого этапа был отбор. Проигравшие команды вылетали, оставалось 16 команд. Потом второй этап, эти 16 команд перебаривались опять. И каждый раз надо было доказывать, что ты лучше. И оставалось всего 8 команд. Это уже финальный блок, финальный этап. И финальный этап осталось 8 лучших команд. И из каждой команды, если даже посмотреть по жеребьевке, каждая команда была сильна. И не было такого, чтобы ты мог бы расслабленно пройти хотя бы одну встречу. И все были напряженные встречи. И нам удалось выиграть этот турнир. И это было как бы на самом деле большое желание и большой плюс для нашей команды, так как
Последний чемпионат России мы выиграли и плюс континентальную лигу. Получается, Аслан, смотри, 3 этапа. Эти 3 этапа не на один же день рассчитаны, Нет, они почти на полгода. на полгода, да, получается. Состав участников в разных командах есть чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Я прав? Да, да, да. И нашим ребятам приходилось бороться с олимпийскими чемпионами? Ну, на данном этапе олимпийского чемпиона не было, но были ребята, которые на уровне олимпийских призеров, призеры мира, которые постоянно выступают на самых крупных турнирах с Узбекистана, с Казахстана, Таджикистана ребята были в команде. И плюс наши сборные тоже призеры, заслуженные мастера спорта. И хорошие конкуренты, хорошие соперники для нашей команды. И плюс еще хотел сказать, что у нас основные 2 ребята, которые всегда тянули нашу команду, это Мансур Варсанов и Тамерлан Башаев. Они не участвовали на данном этапе, так как у них был гранд-шлем в Токио. И, к сожалению, без них, ну, и, тем не менее, мы смогли выиграть этот этап. Тамерлан, как мы все знаем, выиграл, очень блестяще выиграл гранд-шлем Токио. Это на самом деле очень трудный турнир был для Тамерлана, для нашей республики, так как этот турнир приближает его к Олимпийским играм. То есть есть турниры, большие турниры, ты их проходишь и набираешь очки, чтобы попасть в состав сборной России. Нет, в сборной России он и так в команде, но плюс ты, если даже ты в сборной России, ты в сборной России первый номер, но в дзюдо тебе нужно в мировом рейтинге быть в 20-ке лучше, чтобы попасть даже на Олимпиаду. И поэтому ему надо набрать баллы в международном рейтинге. Не то, что сборная России. Да, сборная России, он, как можно сказать, даже первый номер. Там есть тоже очень хороший конкурент у него, Инал Тасуев. Ну, вот этот турнир был очень важный. И можно ли сейчас сказать, что вот на 100% Тамерлан Башаев он будет на Олимпийских играх? На 100% нельзя. Потому что до этого Тамерлан тоже не проиграл, но стал призером, Тасуев выиграл. Ну, вот этот турнир был очень важный. И еще я думаю, что пару турниров дадут им, чтобы выявить лучшего. Я надеюсь, Тамерлан это уникальный спортсмен, где надо, он умеет добавлять. И поэтому большие надежды на Тамерлана, что он сможет все-таки. Аслан, если так теоретически подумать, если у них такие равные турниры, равные результаты, что в таких случаях делают обычно? А там уже, если, допустим, оба спортсмена, они в мировом рейтинге, у них есть лицензия на Олимпийские игры, на Олимпиаду может поехать только один человек от страны. И в таком случае, если у них небольшое расхождение по баллам, тогда уже главные тренера решают, кто поедет. Это уже зависит от главных тренеров, главного тренера, как бы тренерского состава сборной России. На данный момент я считаю, что Тамерлан он более интересный, и это замечает главный тренер нашей страны. И, ну, и, мне кажется, более такой техничный, да, Аслан? Насколько? Вот, как тебе сказать? Есть сборные, техничные ребята, есть сборные физически хорошие. Но Тамерлан, у него самое основное, это то, что у него и голова, и мышцы работают одинаково. Есть, вот, как тебе объяснить, есть человек, которые люди умные и мудрые. Умные это те люди, которые, когда попадают в сложные ситуации, могут оттуда выйти как бы нормально. А Тамерлан это из тех людей, спортсменов, которые мудрые. Он в такие ситуации вообще не попадает. Очень хорошая аналогия на самом деле. И Тамерлан вот из такого склада. Вот немного времени буквально прошло, и уже сборники наши, получаются, уже тренируются на татами. Кто-нибудь травму получил после континентальной лиги? Нет, серьезных травм не было, там небольшие ушибы, алхамдулилlah, без серьезных травм. И мы сейчас готовимся, буквально через 10 дней мы летим в Казахстан, нас пригласили в Казахстан, там тоже будет клубный турнир.
ну, очень сильный турнир, коммерческий турнир. И там по заявке заявлено японские клубы, Ух ты. французский клуб, немецкий клуб, грузинский клуб. Так что там будет Очень сложно, да? да, не детская борьба. Самые сильнейшие, я надеюсь, туда поедут. Да, самый сильнейший. Там в этом заявке я видел, там есть в каждой команде олимпийские чемпионы и чемпионы мира. А где мы это сможем посмотреть? Результаты, допустим, либо... Это можно будет международной федерации, по-моему, посмотреть. Это точно. Я сейчас в данный момент не могу сказать, но в любом случае YouTube-канал будет показывать. И какие у вас, у тренерского штаба, ожидания от данного турнира? Если честно, не хочешь гадать, борьба покажет, и дело не с Богом. Призовой фонд какой там? 30 тысяч на команду, чемпион, долларов. 30 тысяч долларов на команду. На команду, да. Хороший гонорар будет, я думаю, надеюсь. Аслан, дал это вот. Аюб Хажалиев, друзья, рядом со мной. Сейчас после такой хорошей схватки. Аюб, сегодня день борьбы? Схватки у нас каждый день. Сегодня отработка и борьба. 3 схватки каждый день у нас бывает. Вы просто застали этот момент, так сказать. День борьбы у нас вторник, пятница. Сегодня отработка и, так сказать, то, что наработали, пытаемся вот в этих 3 схватках сделать. После такого, скажем так, хорошего старта, какие эмоции испытываешь ты и твои, собственно, партнеры по команде? Я, во-первых, рад, что мы выиграли. Я очень рад за команду. В этом выступлении, так сказать, у меня не все получилось так, как я хотел. Но в первую очередь в командных соревнованиях это команда, а потом уже личная, я считаю. Поэтому как финальную схватку я проиграл, к сожалению. Но когда команда выиграла про свою финальную схватку, я моментально забыл. Но до этого же ты хорошо отборолся? До этого, да. До этого все было хорошо, но, так сказать, самую важную ответственную схватку я проиграл, и, знаете, это немного давило, и было обидно, да. Но когда Ахмед решающую схватку выиграл, это буквально, знаете, все уже... Камень с души. Да. Но зато у тебя будет возможность показать себя на предстоящих стартах, да? Да, так сказать, реабилитироваться, подготовиться более, так сказать, лучше. Были какие проблемы, так сказать, в прошлой подготовке. Надеюсь, в это все пройдет гладко и получится, так сказать. С чем связаны были проблемы? Некие микротравмы, которые выбивают, знаете, из колеи. Турнир, так сказать, не перенесешь. И поэтому приходится подстраиваться где-то через боль, где-то через не хочу, так сказать, все преодолевать. Ты в каком весе на данный момент выступаешь? Я в 73 выступаю. 73 килограмма. Не тяжело ли тебе гонять? Там 2 килограмма допуск. Мой вес это 75-6 килограмм, я больше не вешу. Поэтому тема с гонки это точно не ко мне. В нашей команде есть кому это сказать, так сказать, но точно не ко мне. Насколько преимущество дает именно сгонка в весе в дзюдо? Вы знаете, кому-то дает, кому-то не дает. Например, когда не гоняешь, ты, как бы сказать, вся сила, энергия у тебя, все сохранено, ты в этом весе всегда, так сказать, и взрыв, все у тебя остается. А бывают сгонщики, которые, так сказать, чуть истощены, им немного бывает сложнее. Да, может, в день соревнований, так как за день до соревнований у нас взвешивание, в день соревнований, может, сказывается вот эти 5 килограмм в среднем, которые они набирают, но, так сказать, скорость, выносливость, да, это, я считаю, более такой весомый. Аюб, смотри, хорошо, вот если брать предыдущий, так сказать, год, 24 год, давай возьмем с тобой 24 год. Какие у тебя цели на 2024 год? Цели только самые высокие, так сказать. В 2024 году летом Олимпийские игры, на которые я также сохраняю шансы попасть. Я очень надеюсь, в январе будут старты. Все зависит от того, как я себя там покажу. Если все пойдет, так сказать, отлично, то все шансы я также сохраняю. Ну, январь, он очень сейчас, прям январь, сейчас, февраль, да. И вот это, так сказать, вот этот цикл до Олимпиады, так сказать, Олимпиада в августе, я думаю, до мая уже все будет решено, так сказать. Вот главные для тебя какие старты будут? Вы знаете, заранее они не говорят, что нам дают, но предстоящий в конце января, в начале февраля, это большой шлем в Португалии и в Париже.
И один из этих турниров, я так думаю, дадут, и на котором надо будет себя показать. Ну вот сейчас, ты сказал, до континентальной лиги у тебя такие микротравмы были, Да. но вот к предстоящим стартам ты себя хорошо чувствуешь? Чувствую себя отлично, но кое-что залечиваю. Но уже намного лучше. Я все равно из колеи не выхожу, я также на все 100% борюсь. То есть все равно, так сказать, стараюсь об этом не думать. По ходу лечу и стараюсь, так сказать, все равно не выходить из колеи. Ayub, dal ehtu, boylar. Very so.